Рассказать. Расскажи, пожалуйста. Вот, например, дорога. Вчера дорогу раскрыли. Здесь вообще картина другая была. Мы хотели, чтобы именно вот эту дорогу не засыпали, чтобы пока вы не приедете, чтобы собственными глазами не увидели. Будьте добры, я хочу, чтобы вы тоже здесь были, как подрядчик. И засыпали из-за того, что сказали, куратор Назим был. Так же получается. Сказал, мы за безопасность, мы должны аварийную ситуацию устранить, и засыпали. По стандарту ничего здесь не сделано. Во-первых. Почему? Потому что любой дом, многоэтажку, если даже строит, если фундамент слабый, что будет в итоге? Это во-первых. Точно так же здесь ситуация такого характера. Внизу асфальта по документам сказали, что засыпали кизилюртовский щебень, ПГЦ, песчано-гравийные смеси. А на самом деле, по сути дела, было здесь, вот здесь есть вот карьер, чтобы дороги подровнять там, тут, где смывают дорогу, сельской, внутри села, там улицы. Вот это взяли, вот это засыпали. Было же такое? Кизилюртовская, то, что было, здесь 10 машин кизилюртовская, 10-15 максимум здесь было 10-15 машин кизилюртовской щебени. Я это прекрасно знаю. Давайте я договорю. Извините, что я перебил вас, когда вы перебили меня. Но все-таки я закончу свое, то, что я говорю. Потом получилось так. Депутаты обратились к вам. Дорога была ужасная после дождя, когда вы делали. И машины ездили здесь, как-никак. Было же дело. Когда депутаты вам говорили, а в лице председателя депутатов сельского собрания, вы что сказали? Вот это пока я засыпать тоже не могу. Почему? Потому что если я это засыплю, вы мне дадите щебень. Получается, бюджетных денег недостаточно было. Исходя из ваших слов, еще народ села, председатель депутатов, в лице там народа Джамата должны были вам щебень предоставить. Так же получается. Потом после этого что произошло? Произошло такое, когда министр и Шахсайда Хазри Исаевич, когда сюда сказали приедут, было дело, тот же вечер, вот 15 КАМАЗов, в течение получаса, не знаю, вы на скоростях осыпали, что сделали, сверху вот такой слой был. Так же было? Вот все мы знаем, все мы наблюдали за этим делом. Ну, прикрыли то, что делали, потихонечку, вот так, чтобы все нормально выглядело. Потом после этого поставили асфальт, да, все, вот 6 месяцев прошло, вот результат. По сути, вот там то, что идет, вот здесь видно. То, что отсюда все вытащили, вот на ту сторону они вылили. Посмотрите, высыпали. Ну, посмотрите, увидите, что там. Там даже щебня нет. Это вообще никак не годится, чтобы дорогу построить. Наоборот, когда дорогу строят, вот такой слой земли убирает, чтобы она не плыла. Здесь глава района был Камиль Изиев. Когда он здесь был, наблюдал, вы представляете, как на рояле, как волна вот так игралась, грузовой машине тонко проезжала. Она рассчитана была, чтобы только 10 тонн КАМАЗа проехали. И добавок к этому новый мост построили. Так же получается, вы, наверное, в курсе. Там стоит отметка выше 40 тонн или 30 тонн, да, там, чтобы не проезжали машины. Выше 30, чтобы тонна свыше не проезжали отсюда. В основном груженные машины едут отсюда. Здесь население 20, в Верхнем Казанище 15 тысяч населения. А вот с таким качеством дорог что потребуется? Каждые 6 месяцев зимой что будет, не знаю. Каждые 6 месяцев вот так кусками, если ремонтировать будет, это что такое? Хорошо, давайте, длина вот этой дороги от точки А к точке Б сколько? За полтора, пускай будет 1,5 километра. За 1,5 километра примерно на засыпку сколько щебня уходит? Не 15 КАМАЗов точно, 100%. Ну, по документам... Что происходит с полотном, когда он проезжает? По документам, вы же весь щебень, который сюда полили, вылили, посыпали,
высыпали, как Кизилюртовский же идет. Если она как Кизилюртовский идет, значит деньги тоже как Кизилюртовские ушли. Где деньги? Вот, как раз вас как величать? Меня Али зовут. Вот как раз вот этот момент хотим уточнить. Когда вам сказали, вот вы это делаете, качество, дорога будет нормальной, вы будете за это отвечать. Вы что говорили? Мы делаем все по стандарту. Если что-то будет, мы полностью дорогу исправим. Было же такое дело? Было. Вот из-за того, что из-за того, что так было, мы оставили. Вы сейчас меня спрашиваете, вы спрашиваете меня, почему, когда видя это, не сказали. Мы когда обратились, они сказали, мы вам гарантию даем, что вообще ничего не будет. Как может, какая гарантия может быть, если дорога? Это же сейчас исправляем. Один раз верим и верим, это уже вопрос другой. Случилось. Это все. Нет, случилось, нет. Когда грузили асфальт, можно я договорю до конца, я просто все моменты еще не сказал. 15 тонн грузили, у нас тоже мы час вас ждали, если честно сказать. 15 тонн грузили, по документам 17 грузили, а по факту 15,5 грузили. Работало около от 10 до 15 машин, каждая по 6-7 рейсов сделала. С каждой машины эту информацию мы сейчас узнали. 15 тонн, 17 тонн, оказывается, вся информация была. Вся информация была у нас только после того, как мы ждали, наблюдали, что какие-то вышестоящие инстанции придут, посмотрят, исправят. Когда мы увидели абсолютное бездействие с вашей стороны или лица других людей, мы сами начали изучать, почему так произошло, по какой причине. И исходя из этого мы пришли, изучали там, тут, узнавали, спрашивали, и посредством этого мы узнали. Мы, получается, сделали ту работу, которые должны были сделать вовсе не мы, а те люди, которые приняли эту дорогу, во-первых, которые делали эту работу и которые отвечают за это. Мы, получается, это джамаат. Здесь собралось очень малое количество. Почему? Потому что в первую очередь пятница. Во-вторых, по поручению главы республики Сергея Алимовича Меликова, как сказали, чтобы в основном люди не собирались, из-за этого мы в малом количестве собрались, чтобы именно от имени, не то что Казанищенского, Нижнего и Верхнего, от имени двух больших джамаатов мы сейчас вот обращение хотим сделать. Мы хотим, чтобы это около 35 тысяч населения, не считая Аркас, там, Гуниев, те дороги, которые идут. Вот посмотрите, примите меры, если вы не в состоянии вот этот вопрос решить, нам придется уже в высшестоящие инстанции обратиться, чтобы они конкретно, индивидуально по каждому вопросу пришли и вот этот вопрос решили. Чтобы это все сделать, что необходимо. Теперь мы работаем в соответствии с законом, правильно? У нас есть государственный контракт. В соответствии с этим государственным контрактом у подрядчика есть гарантийные обязательства. Мы сейчас проверим всю документацию. У нас с собой тоже есть документация. Вся исполнительная документация по объекту у нас с собой. Да, лаборатория сейчас возьмет пробы тоже дополнительно. Где они раньше брали тоже. Эти места тоже я проверю с этими людьми. После этого уже там приказ создан по этому вопросу. Все, что нужно будет сделать, будет сделано, чтобы здесь была качественная дорога. Самое главное. Да. По этому материалу видно, что он не кизилюртовский. Это проблема. Соответственно, основной не было. Конечно. Да. Самое главное. Мы сейчас это все задокументируем, проверим, то, что раньше тоже было сделано. Вот. И дальше уже будем работать, как нам полагается. Понимаешь? По правовому полю. Да, самое главное. Мы хотим, чтобы все было в основании правового поля. Да. В результате вы должны получить, мы должны в целом получить да. с вами качественную дорогу. Самое главное. И нагрузки и все остальное. Мы для этого сюда и приехали. Поэтому сейчас мы поднимем нашу документацию, проверим те места,
где они и вырубки брали, и все остальное, были ли они действительно взяты или нет. Возьмем дополнительно сегодня тоже вырубки, пробы этого материала ПГС тоже заберем в пакетах. Это все будет лаборатория проверять. Будет соответствующее заключение, есть приказ для проведения служебного расследования по этому объекту и по тому другому объекту, на который мы поедем сегодня. Все будет сделано. В конечном итоге, чтобы вы получили объект. Можно, да? На месте. Вот мы, Урман. знаете, как такое, к какому решению пришли? Как нарушение, как мы считаем, это наше мнение. И наше и противостоящее мнение, между нами есть истина, правильно? Истина Противостоящее мнение у кого есть? у подрядной организации Да, есть. да, Они да, считают то, что они выполнили качественную дорогу сделали. Вот. Отберут керн, да, вот эту вырубку сделают и установят. Она соответствует это, в лабораторию проведут, соответствие, несоответствие установят, правильно? Да. Вот. Еще один Мы вопрос вам. сейчас Дальше закончим, 5 проезжает секунд. отсюда, это, Не проезжает. Вот такие гостинки проезжают. а этот зерновозы, то говорит, это так, куда проезжает? Мы Зерновозы. проведем свою экспертизу, независимую, обязательно. Пожалуйста. Потому что она может быть предвзятая, правильно? Тут мы прекрасно знаем, как в Дагестане все это происходит. Уже столько лет сделали. Отношения ни к этому, ни к другому объекту никогда не будет. Абсолютно. Вы если проведете ваши Изначально тоже, когда начали, когда строили эту дорогу, они не Ну, должны были. конечно, годами тянуть тоже Нет, годами нет, дело. в течение вот этого лета, вот, июль, август, если нужно сентябрь, середину, полностью восстановить надо, потому что казанец, это народ такой, он очень инициативный народ. И огромное село, 18 тысяч человек. Они всегда выходят с разными инициативами, и в район, и в республику, как бы за село пределы на виду. республики. Вот. Поэтому Просто мы хотели... они, понимаете, они как бы нам помощники пришли в районе, понимаете? Здесь вот дорога. И вам помощники они пришли. Оттуда вот можно проезд машин. сроки будут тоже разумные. Не надо никакой Торопить не спешки надо, нету. что капитально все Качество делают. будет. Смотрите, что вы все это сделаете на совесть. Иншаллах, иншаллах. На совесть, как положено, по закону сделаете. Никакого предвзятого отношения никому, никакому подрядчику, никому здесь абсолютно никому. Самое главное, чтобы нам разницы нету, чтобы самое главное, те люди, которые пришли, они поддерживали истину и были на истине, и где есть правонарушение, чтобы требовали от тех людей, которые... Можете ни на миллиграмм не сомневаться. Самое главное. Не только по этой дороге, вот по дороге Чаркуты. Вот где вот этот Арау-Ларха, вот 49 километр, тоже вот в таком состоянии, вот где вот дорога. И вот здесь вот, А Чаркурбе я знаю, что проблема Там тоже, есть. там тоже. вот 49 километр за постом. Потом вас Тоже вот в таком просили, состоянии. что это самое, вас мы просили, вы А на 49-м километре что это? И вот где вот пост стоит, вот это. Это на Леваши, который идет. Вот в таком состоянии прошло. А там у нас какие планы есть мероприятия в эти годы, в этом следующем году? В прошлом году сделано, опять же, это, да? Ну тоже по гарантийным срокам запускайте подрядчики. Там был ремонт, там не новое строительство было, там был ремонт. Добро. Мы друг друга поняли. Правильно? Наша цель одна. Ну, она абсолютно совпадает с вами. Тоже, Самое вашим главное, тоже. закрыт вот эту дорогу, вот транспорт не будет мешать. Можно вот качественно. Это уже технические моменты. если эти строители дорожники будут разработать, будет помеха создана для движения транспорта и для работы. Вот есть, можно там закрыть, и чтобы машины отсюда ехали. Вот видите, грунтовая дорога. Добро. Мы то же самое. с вами в коммуникации это все будем решать. Потом Сейчас мы... мы просили, чтобы вы посмотрели мост, вот этот, который восстановили у въезда. Там, Да, у на въезда. выезде. Да. У меня с той стороны, где вот он там... Села, да. Там она вообще просила, говорят. Сейчас? Она чуть просела. Ну, Там же сарм стоит. Нет, там сарм стоит. Это металлический Да. как она происходит? Просто посмотрели. У них там на шарнирах это соединение
она играется определенным этим самым, да. Там мы когда проверяли, вообще никакого прогиба не было. Там мы можем посмотреть между промежуточной опорой, которая вот накренилась, да, там при вводе было 4 сантиметра. Вот на толщину этой рочи. Там был зазор. Ну, обратно пути посмотрим. Пластинки не ставили вы там, не, металлические. Не, пластинки ставить. Ставили, да? Чтобы уменьшить его. Ну, там видно было сразу. Посмотрите тоже, заедете, посмотрите. Сейчас мы здесь отработаем. Хорошо. Сейчас документы тоже поднимем. Где у них вырубка, все эти дела. Нам поработать дадите. Мы так сказали, потом когда закончим. А так, алюминий по всем этим вопросам. Я вас понимаю, смотри, брат, там недоделанные работы тоже есть у них. Они копали, а оставили как есть. И вот эту ливневку. Да, в конце. Ливневка в конце. Сами видите. Самое главное, что в конце вот Жители села, Джамаат села настроен категорично, потому что здесь люди установили, ну, непрофессиональным своим взглядом установили, то, что здесь есть факт мошенничества. Со всеми этими мошенничеством устанавливать будут уже органы. Да. Мы если тут обнаружим, скорее всего, обнаружим материалы ливневка. Ливневка идет и все. А тут компания оставили. это одно. Можем проехать, посмотреть и показать. Знаете, почему я это говорю? Арсен говорит, мне ничего не дает. Недоделанные работы, что там были? Ливневка не до конца в концовке. Они отсюда сделали ливневку до туда, где вот эта заправка раскопали, оставили как есть. На конце этого Да. Что там сделано? Вот напротив заправки оставили. Да. Ну, вода идет туда, она просачивается под асфальт. Сейчас эта сторона тоже проседать будет, и все время вот это ремонтируется. Да. Подстанция должна была быть или к общему должны соединиться? Там по проекту было, вот за оградой, где сейчас Джавадхан строит дорогу, вон там вот на поле должна была быть подстанция. Там указана была подстанция с проектировщиками. Когда уже пришли, там ее не было. Потом уже ждем. Подстанция вами должны были ставить или... Нет, подстанция там уже раньше стояла. Они ссылались на эту подстанцию, поэтому нам сказали подключиться туда. Я говорю, там нету Вопрос подстанции. не об этом стоит. Человек поднимает вопрос. Подстанцию, которую вы должны были строить, Мы не должны были. По проектам там стоит подстанция. Не горят в данный момент. Почему? Потому что подключить. Что должны быть, мне не интересно. Столбы же не работают. Ихняя вина. Ихняя вина. Да, вообще. Мы отключены от электричества. Почему? Потому что по проекту в одном месте указано было, что там есть подстанция, из-за того, а там не было его. Из-за того, что лет 10 не было, вы подсоединились вообще к другой подстанции. И из-за нехватки электроэнергии жителям получилось убрать эту линию. Это чья вина может быть? Если 10 лет тому назад подстанции не было, вы же должны быть... Виноват, который проект сделал. я же не должен вам отчитываться, чья вина. Просто вопрос такой... Сделали дорогу, уехали. Получаем, вы говорите, не должны отчитываться. Но это вы сказали уже. Они сами знают, к кому подходить уже. Почему знаю, почему как разговаривают? Виноват, Уехали который сюда, проект дорогу сделал. сделали, и он не должен нам отчитываться. Они должны нам отчитываться. Сказать, как положено. Трансформатор должен был стоять, ты говоришь? Это специально, если вдруг метку оставили, да, именно здесь, рядом, Вначале конце середины. Söyleyip durma hiç. Ekine söyle. Şöyle arsanla orada işlemiş. Mağazam, mağazam.